Добрый день, это Суздаль, ресторан «Огурец». Суздаль – это город огурца, одна из огуречных столиц России после Луховиц, а может быть даже и перед ними. Здесь пока еще не делают пельмени с огурцами, пюре из огурцов пока еще не делают, зато делают салат оливье по заветам Люсьена Оливье с раковыми шейками и, разумеется, с солеными бочковыми огурцами. Это шеф-повар ресторана «Огурец» Юрий Ковальчук покажет нам, как он это делает. Один из самых главных споров по поводу оливье – как нужно резать все, мелким кубиком или крупным? Как вы делаете? Мы режем все мелким кубиком. Ага. Я думаю, это 3-4 миллиметра. Ага. Так называемые французы называют эту нарезку бренуаз. Собственно, можем приступить Да? к приготовлению. Мы делаем оливье у нас в ресторане с двумя видами огурца. Свежий огурец и соленый огурец. А кто вам солит огурцы? Какие-то специальные люди? Да, у нас есть заготовительные цеха определенные. Ага. Огурцы мы солим в бочках. Дубовых, да, да? в дубовых бочках, обязательно по традиционному рецепту. Яйцо, морковь, картофель. Картофель, свежие огурцы. Добавим немного зеленого горошка. Вот такие соленые бочковые огурцы мы берем для нашего салата. Из бочек их достают, промывают, кладут на 3-литровые банки, и так они уже приезжают к нам в ресторан. Хранятся они в соленом растворе. Последний ингредиент. Как раз эти соленые огурцы. Кубик соленого огурца, да. Заправим это все ложкой домашнего майонеза. А почему вы решили делать с раковыми шейками? В ресторане должен быть подход такой ко всему интересный. Если бы я сделал оливье с колбасой, я думаю, никто бы этому рад не был из гостей. Вот, поэтому мы решили взять такой немножко уникальный продукт, как раковые шейки, сделать оливье таким более рыбным, чем мясным. Для подачи мы используем еще красную икру нерки. Итак, оливье готов. Нам осталось его украсить и подать. Для подачи мы используем раковые шейки, о которых мы говорили. Но раки это не из Суздаля, а из магазина. Нет, это консервированный, да, в рассоле. Далее у нас идет икра. И еще для украшения мы используем вот такие чипсы из бородинского хлеба. Дополним это все укропным маслицем. Как вы его делаете? Мы пробиваем в блендере укроп с маслом, потом провариваем, извлекаем максимальный вкус, цвет и процеживаем. Хранится он у нас в заготовочках. Мы не используем зелень для подачи, а играем со вкусом укропа, исполняя его маслом. Вот такой оливье делают в Суздале с суздальскими огурцами, с суздальским бородинским хлебом. Обязательно икру. Чувствуется такой характер у огурца соленый, такой, не такой не деликатный, а прям такой ядреный. Это особенность русских заготовок, да, молочно-кислое брожение, и тогда получается именно больше, наверное, даже квашеное. Да. Отличное оливье.